Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 11 августа. Это у нас с вами понедельник. Смотрим на колоде пасьянс все знаки зодиака от овнов до рыбок по очереди. Также посчитала карту дня. У нас с вами сегодня очень классная карта будет проигрываться. Это аркан Солнца. Каким образом высчитала? 11.08.2025. Если мы складываем 118, 225, получаем 19. А за 19-й аркан у нас отвечает Солнце. Поэтому день обещает быть ярким, интересным, радостным, счастливым. Аркан Солнца – это всегда энергия такая позитивная. Еще Солнце может нам что-то подсвечивать, показывать. То есть в этот день мы можем, например, узнать какую-то правду, что-то увидеть, понять для себя то, что раньше не понимали. В общем, будем смотреть на колоде пасьянс. Так, хорошо. Первый у нас Овны. 11 августа, понедельник. Покажите мне основные события для Овнов. Основные события. Как понедельник пройдет у Овнов. Угу. У вас будет разговор. Так, у меня тут мешает. Разговор. Смотрим, что еще. Ребенок. Цыпленок, вернее, не ребенок. Сундук нельзя. Мечи. Мечи. Так. Колокольчик. Угу. Сердце. Машина. Проверяем. Горизонталь, вертикаль тоже есть. Ножницы есть по горизонтали. Ножницы здесь не вижу. Так, не вижу совпадений больше. Получается, смотрите, в этот день у вас будет деловой разговор с кем-то. У вас будет, цыпленок показывает, общение с детками, внуками. Часто это, там, не знаю, нужно поиграться вместе, сделать уроки, сводить на какой-то кружок. То есть такие какие-то дела, связанные с детьми, забота о детях. Пустые разговоры, болтовня, общение с друзьями. Да, вот, возможно, с друзьями болтовня. Поездка может быть. Решение какого-то вопроса. Решение именно. Это вот событие хорошее. И единственный минус выпал – это конфликт. 2 меча. Выяснение отношений, конфликт, ссора. Иногда желание кому-то сделать больно. И также еще не забываем, что в пасьянсах события проигрываются иногда на наших глазах. Допустим, это ссора у нас на глазах. Например, может быть. Поэтому так тоже может проигрываться. Ну, это единственный негатив такой. Благодарю за внимание, Овны, и перехожу я дальше к Тельцам. Сейчас посмотрим, что, в принципе, смотрите, столько много событий, только одно негативное. Да, уже мы видим влияние аркана Солнца, да, такое. Смотрим дальше. Тельцы. Тельцы, 11 августа, понедельник, события дня. Понедельник. Как пройдет он у Тельцов? Покажите мне основные события. Что может происходить такого важного в этот день, что надо знать заранее? Тельцы, понедельник. Угу. Бокал выпадает у вас на понедельник. Книга. Подкова, удача, счастье, деньги, сундук,
Сердце, друзья. Весы. Змея. Ну, сейчас пробегусь, посмотрю еще здесь. Угу, есть. Успех в казенном доме. Так, тут нет, и здесь тоже нет. Получается, на понедельник у вас выпадают все события и все хорошие, кроме змеи. Но опять же, змея тоже не всегда плохо себя показывает. Из хороших событий: застолье, удача, везение, общение с друзьями, финансовые поступления, успех в делах, даже победа может быть. Казенный дом — это госучреждение, банк, налоговая, суд. Видите, похоже, что там вас ждет какой-то успех. Несмотря на то, что это вроде как понедельник, день тяжелый, да, и с понедельника советуют ничего не начинать. Ну вот у вас все должно получиться успешно. Также, смотрите, есть колебания, сомнения, выбор. Еще весы могут показывать выбор, когда есть два варианта, и мы между ними колеблемся. И змея — это общение с человеком, у которого длинный острый язык. И он обязательно что-нибудь как-то, не знаю, как-то нас заденет, что-то скажет неприятное. Поэтому тут будьте готовы к тому, что кто-то может делать замечания. Но иногда змея проигрывается, что мы просто общаемся с таким человеком. Ну, там, не знаю, встречаемся, общаемся, но по отношению к нам он себя так не ведет. Хотя он по своей природе, он вот такой, да, с острым языком. Так что тут не факт, что еще змея проиграется плохо. Ну, если у вас, например, есть дома кто-то по году рождения змея, да, то вот как раз вот эти люди, они такие острые на язычок. И поэтому, возможно, это просто будет общение с членом семьи, ну, а к вам он не будет проявлять свой яд. Вот такая вот информация. Смотрим дальше близнецов. В принципе, день тоже хороший. У вас много классных событий. Смотрим дальше. Близнецы. 11 августа. События дня — близнецы. Смотрим, что покажите мне основные события для близнецов на понедельник. Самое такое интересное, важное, что может произойти. Так, поехали. Бокал. Подкову нельзя. Бокал. Застолье с тем, кого вы любите. Бокал и любовь выпала. Ну, правильно, больше ничего не надо. Не показывают больше никакие события. Есть еще бабочка. Ну, больше я не вижу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Ага, есть еще домик. Так, здесь не вижу. Нет, нет, нет. Нет, нет. О, и еще и кровать сюда. Комплектом. Застолье, любовь и кровать. Так, хорошо. Значит, смотрите, 5 событий для вас выпадает на понедельник, и все события хорошие. Выпадает застолье, где-то с кем-то посидите хорошо. Выпадает любовь в этот день, интимная связь, кровать, ну или минимум разговоры об этом, да. Также домашние дела, домик и деловой разговор. Возможно, вот из таких прям из дел у вас будет здесь это какое-то деловое общение, деловой разговор с кем-то. А так, видите, день посвящен любви у вас в основном. Благодарю за внимание, близнецы. Тоже шикарный день. И переходим к ракам. Так, раки. 11 августа. Августа, раки, события дня.
Раки, поехали. Понедельник. Смотрим, как у вас пройдет день. Угу. Чашечка чая выпадает. Свиток. У меня не покидает мне ощущение, что вот тут что-то есть. Прям все время взгляд туда возвращается. Угу, месяц еще есть. Так, смотрим, значит, что у нас здесь. Ага, есть цветочек. Может, этот цветочек меня сбивал. Вот мне казалось, что вот тут как будто бы что-то есть. Так, смотрим. Здесь нет, здесь не вижу совпадений. Нет, нет, нет. Нет, нет. А, еще есть будильник здесь еще есть. В этой части. Ну, если вдруг вы тут что-то увидите, ну вот, ну не вижу я какое-то событие, можно прочитать вот в этой колоде, они подписаны. Так, значит, не увидела, видите, что еще? Колодец. Давайте смотреть, значит, что выходит на этот день. На понедельник выходит чашка чая, это гости. Чаепитие с кем-то будет у вас в этот день. Деловая встреча, свиток. Деловая, рабочая, какая-то важная встреча. Дальше. Событие, которое имеет цикличность, цикл, постоянно повторяется. Да, вот как у Луны есть цикл, так и у вас есть цикл по этому событию. Очень сильное разочарование может быть в этот день. Очень сильные переживания, глубокие переживания. Опять же, они могут вас не касаться. Потому что так проигрываются события иногда, что, допустим, у кого-то происходит, а мы просто за этого человека переживаем. Поэтому так тоже может быть. Исполнение желания, смотрите, хорошее событие. И второе предупреждение, да, первое предупреждение — это вот эти переживания могут быть сильные. И второе — это будильник. Будильник — это всегда какая-то проблема со временем. Когда вот мы не дружим со временем, мы то опаздываем, то спешим, то не успеваем, то наоборот долго ждем. А так как у вас есть важная встреча в этот день, поэтому может быть и разочарование будет с этим связано. То есть можно где-то 3 события связать. Да, там, по времени что-то там, не знаю, переносится, или вы не успеваете из этого переживания. Так что понедельник заранее распланируйте так, чтобы у вас были вот эти запасы времени, чтобы вы могли регулировать эти моменты, да, чтобы там не было впритык у вас время. Ну, может быть, тогда все обойдется и будет хорошо. А так, ну, в принципе, больше ничего такого страшного тут особо и нет. Благодарю за внимание, раки, и перехожу я к львам. Так, смотрим, левушки. 11 августа, события дня, львы. Покажите мне, как у наших именинников пройдет день. У кого в этот, ну не только у кого именины в этот день, день рождения, а у всех львушек, как пройдет день. Как у львов пройдет день, понедельник. Ну, первое, что я вижу, это метла. Первое событие. Змея. Угу. Даже подсказали. Дорога. Возможно, в дороге. То есть тут прям целая история. Можно сочинить историю. Так, дерево. Месяц.
Колокольчик нельзя. Угу. Есть по горизонтали яблоко. Здесь нет, и здесь... Ага, есть подарочек. Подарочек видим. Значит, смотрим, что получается. Ну, в принципе, событий не так и мало. Слезы могут быть в этот день, но слезы могут быть и радости, поэтому сразу не расстраивайтесь. Подарок. Небольшая ссора, может быть метла, ссора. И рядом выпадает змея. Человеком, у которого длинный язык. Да, ну, возможно, кто-то сделает вам какое-то замечание, и как бы вы терпеть не станете. Да, вот можно так прочитать. Ссора со змеей. Приглашение куда-то. Кстати, приглашение, подарок. Может быть, вас на какое-то событие пригласят. И, кстати, месяц тоже выпал. Месяц часто показывает цикличные события. Ну, там, день свадьбы, день рождения, день там еще какие-то там, день знакомства и так далее. Поэтому вполне возможно вас пригласят на какое-то событие, которое цикличное. И поездка. Машина выпала, дорога. То есть будете ехать. Так что вот такое для вас предупреждение. Либо смотрите, если это день рождения у вас, да, вот 11 августа, если кто-то именинник смотрит, я вас, конечно же, поздравляю. Вы приглашаете, даже можете вы приглашать. Вы приглашаете, вы принимаете подарки, события у вас, да, цикл. Тем не менее, в этот день можете куда-то поехать. Кстати, ссора может быть в дороге, можно вот так прочитать. Ссора в дороге со змеей, ну, с какой-нибудь женщиной. Чаще всего змея – это женщина. В транспорте можете поругаться. Или на дороге, да, если вы водитель, то там, не знаю, там женщина подрезала, женщина обогнала, женщина там что-то вам дорогу не уступила, да, и можете поругаться, да, побибикать друг другу. Так что вот такая информация для вас, для вы. Ну, так в целом, тут трагедии никакой. Из минуса одна вот эта ссора, но в принципе там при желании ее можно избежать. Зато есть подарки, есть приглашения, а это всегда хорошо. Это возможность провести время, да, вот по солнцу. Радостно и весело. Благодарю за внимание. Переходим дальше к девам. Сейчас посмотрим, что у дев. 11 августа, девы. Это что такое? Девы, понедельник, 11 августа. Прям вылетают из колоды. Подарок. Смотрите, подарочек. Это всегда хорошо и приятно получать подарки. Змея. Может, от змеи подарок получите. Венок нельзя соединить. Почему нельзя? Потому что, ну, вот кто новенький не знает, видите, вот эта карта, она зафиксирована, ее крутить нельзя вокруг, да, своей оси. Соответственно, соединить мы не можем. А, здесь вот как раз подсвечник пропустила. Пока вам рассказывала, подсвечник увидела. Так. Ага, дерево еще есть. Приглашение, подарок. Застолье. Ну, похоже, действительно вас на какое-то мероприятие пригласят. Приглашение, застолье с подарками. И, кстати, Надежда, вы надеетесь, что вас позовут? Надеетесь и ждете этого приглашения. Расческа выпала. Неприятность. В конце уже последним событием. Также смотрите, и рядышком идет неприятность и корона. Могут вместе проигрываться. Здесь не вижу. Здесь не вижу. Ну, вроде бы горизонталь, вертикаль.
А, нет, книгу нельзя. Вроде как книга бросилась в глаза, но, опять же, карта зафиксирована, я не могу ее крутить. Хорошо, давайте смотреть, значит, что выпало. Выпал подарок, выпало приглашение, застолье, надежда также на этот день. Еще, значит, какое событие выпало? Неприятность, змея. Змея — это всегда кто-то, кто имеет к нам какие-то претензии, пытается нас ужалить, укусить. И человек в короне — это кто-то влиятельный, кто-то очень важный, имеющий статус, положение в обществе, ну, типа, например, там начальник, какой-то специалист, к которому, знаете, всегда очень страшно идти. Может быть, это он будет, да, в роли этой змеи. Но, опять же, тут можно только догадываться. Это могут быть вообще разные люди. Да, там змея сама по себе, этот человек в короне сам по себе. От него, наоборот, может идти, например, помощь. Произошла неприятность, вы не знаете, да, как с ней справиться. И вот этот человек в короне, он всегда специалист в каком-то деле. И вот он может, например, помочь вам решить этот вопрос. Можно так прочитать. А можно прочитать, как, например, начальник, который вызывает на ковер, да, предъявляет какие-то претензии, и это проигрывается как неприятность. В общем, в пассиансе, знаете, только можно догадываться, как это будет проигрываться, эти события. Потому что если в Ленорман можно эту карту открыть и посмотреть, да, что ждать от этого человека, то тут, видите, только уже когда день пройдет, посмотрим и узнаем, что от него ждать, хорошего или плохого. Ждать от него, да, вот змеиного поведения или подарка. Благодарю за внимание, девы, и перехожу я к весам. Смотрим весы, 11 августа. 11 августа, события дня, весы. Угу. Так, это что такое? Весы, понедельник. Пошла такая энергетика, вот со знака Девы началась. Яркая, солнечная, вот это такая прям карта выбивает из рук. Как-то до Девы вроде спокойные были, а после Дев... Ну, первое, что я вижу, это сердце. Весы. Еще был колокольчик. Конверт. Нет. Да, здесь есть подарок и якорь. У вас много событий выпали по диагонали, они меня сбивают. Тут я вроде бы вижу картинки рядом, но они не состыкуются друг с другом. Ножницы нельзя. Здесь нет, нет, нет. Нет, здесь вроде бы тоже нет. Получается, раз, два, три, четыре, пять, 6 событий. В этот день у вас будут пустые разговоры, болтовня с кем-то, колокольчик, пустой звон, пустые разговоры. И друг выпадает рядышком. Ну, с другом, с подружкой, с приятелем. Это не обязательно самый, да, там, самый близкий друг. Просто какое-то приятное общение там, с соседкой. А, кстати, не всегда приятное. Просто обычное, да, обычный разговор с кем-то. Дальше колебания, сомнения, выбор. Сложный выбор в этот день. Подарок, получение, или, например, вы можете и дарить, как получать, так и дарить. Подарок — это может быть, например, в том числе бонус, какая-то акция, какой-то презентик, просто знак внимания вам, да, кто-то какую-то шоколадку купил. Это тоже можно считать, то есть то, что нам дается просто так, за красивые глазки.
Конверт. Конверт показывает новости, новости, сообщения. Может еще показывать какой-то документ на руках будет в этот день. И в конце дня выпадает якорь, показывает, что понедельник вечером вы где-то в одном месте, это может быть дом, может быть какое-то другое место, проведете весь вечер долго в одном месте по якорю. То есть это событие остановка где-то надолго. Так что вот такая информация для вас. Видите, все события хорошие, ничего плохого не выпадает. Вот практически, да, вот там уже вы 7-й знак, уже 2/3, да, знаков прошло, и нет плохих событий. Так что действительно солнышко, видите, как влияет на этот день хорошо. Благодарю за внимание, весы. Я перехожу к скорпиончикам. Сейчас посмотрим, что у скорпионов. 11 августа, понедельник. Скорпионы, события дня. Скорпионы, как у них пройдет понедельник? Угу. Первое событие — череп. Колодец нельзя, слава богу. Конверт. Либо шарики. Видите, шарики тоже можно было соединить. Но мне почему-то первый в глаза попал конверт. Угу. Свиток. Чашка чая. Расческу нельзя. И еще есть флаг. Угу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Рыба есть. Рыба — это предупреждение. Здесь нет, здесь нет, нет. Ключ нельзя. Нет, нет, здесь тоже не вижу. Получается, что у нас с вами выходит здесь? Первое событие было болезнь, ухудшение самочувствия, какие-то боли, не знаю, там понижение давления, усталость, кстати, может просто как проигрываться как усталость. Или если вы, например, запланировали визит к врачу, разговор с доктором тоже может. Ну, то есть череп показывает, что в этот день вы занимаетесь здоровьем, вопросами. Возникают вопросы, и вы вынуждены ими заниматься. Может быть, какую-то справку надо взять. Вы видите, выпадает болезнь, и сразу же рядом документ, рецепт какой-то, справку и там так далее. То есть в этот день, возможно, будете получать какую-то бумажку. Дальше встреча деловая важная, может быть у вас в этот день. Победа, что немаловажно. Победа, успех, опять же, это благодаря Солнцу. Солнце дает вот эти победы, результаты. Победа, гости. В гости может кто-то прийти. И рыба, скользкое дело. То есть рыба, она всегда нас предупреждает, что вас могут втягивать в какие-то махинации, вас могут обманывать, поэтому будьте осторожны в этот день. Но рыба также вместе, да, например, с чашкой может проигрываться и как просто рыба. Какую-то вкусную рыбу будете кушать, и прям вот, ну, прям вот запомнится вам, да, в этот день вот такая вкусная. Тоже бывает. Потому что иногда события проигрываются вот прям как мы видим, так и проигрываются. Да, например, там, конверт может быть реально обычным конвертом. И так далее. Чашка чая, это там, не знаю, выпили какое-то вкусное кофе где-то вечером. А еще знаете, что нашла? Увидела еще яблоко. Яблоко — это слезы, слезы. Но это могут быть и слезы радости, потому что у нас здесь идет победа, поэтому могут быть и слезы радости. Так что вот так. Такие события. Из предупреждений, да, вот на что обратить внимание, это здоровье, как бы не самое приятное такое событие.
и рыба. Ну, будем надеяться, что благодаря Солнцу в этот день они проиграются каким-то таким, да, более позитивным значением. Благодарю за внимание, Скорпионы. И перехожу к Стрельцам. Сейчас у нас будут Стрельцы на повестке дня. Стрельцы, 11 августа. Стрельцы, 11 августа. События дня. Угу. Первое событие — ключик. Очень хорошее событие, Стрельцы. И тут же идет неприятность, расческа. Ну, смотрите. Ага, и следом тут же идет успех. Тут знаете, как может проиграться, что любую неприятность, во-первых, с любой неприятностью вы точно разберетесь, есть ключ, все в ваших руках. И любую неприятность можете обвернуть себе даже на успех. Да, эта неприятность может стать таким трамплином для вас. Угу. Колокольчик. Флаг нельзя. Бокал. Ну, здесь не вижу. Получается, ключ сразу же, первое событие говорит, ну все, да, у тебя в этот день есть козырь, и поэтому ты обязательно должен этим козырем воспользоваться. Для тебя будут открыты любые двери. Ждет успех в делах, также будет застолье, пустые разговоры. Ну, застолье — это не значит, да, вот какой-то там пир на 40 человек. Это может быть просто там 2-3 человека встретили, пообщались где-то в кафе, в ресторане. То есть тут надо, да, как бы понимать. И единственный минус — это неприятность у вас выпал. Но опять же, говорю, если есть ключ, бояться этой неприятности, я думаю, не стоит. Может быть, вы ее даже еще с кем-то будете обсуждать. Колокольчик, пустые разговоры об этой неприятности. А может быть, смотрите, знаете, как проиграется? Вы будете с кем-то обсуждать какую-то неприятность. Она не происходить будет, а будут разговоры о ней. Тоже вполне может быть. В пассиансе так проигрываются события. Так что будем надеяться, что это так и будет. А ключ, кстати, может показывать важный день. Важный день, какое-то событие, вы встречаетесь, обсуждаете, да, там, ну, как проходили там последние недели вашей жизни, может быть, кто-то как раз поделится какой-то такой неприятной историей, которая была в его жизни. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и переходим дальше. Переходим к козерожкам. 11 августа. Понедельник, события дня. Покажите мне, как пройдет понедельник для козерогов. Основные события. Основные события у козерога в этот день. Покажите мне. Основные события. Сердце. Первое событие. Цыпленок. Ну, вас тут, видите, событиями не балуют, так сказать.
Угу. Колокольчик. Кстати, очень многих знаков выпал. Колокольчик и бокал. Ну, у вас бокал нельзя, потому что цыпленок, кстати, знаете, как может проиграться? Не получается попасть на какое-то мероприятие из-за семьи или детей. Часто, если, допустим, одно событие не складывается из-за другого, то как раз это событие не может быть из-за другого. Так, ну это я тоже, да, вот замечала, что оно так бывает. Анализировала. Сейчас я смотрю еще периметр горизонтали. Есть еще мешок с деньгами. Ну, здесь не вижу совпадений. Получается у вас в этот день общение с друзьями, дружеские какие-то посиделки, разговоры, переписки, пустые разговоры. Вот, болтовня, такая дружеская болтовня. Семейная жизнь, семья, дети. Возможно, хотелось бы встретиться очно, да, с друзьями, бокал, ну где-то посидеть. А из-за семьи, не знаю, там за каких-то домашних дел, детей, внуков, возможно, очно не получится встретиться, вы просто поболтаете заочно по телефону. Можно так прочитать события. И еще у вас выпадают финансовые вопросы в этот день. Мешочек часто показывает расходы. Мы тратим деньги, что-то там покупаем, оплачиваем и так далее. Переводим, отдаем кому-то. То есть мешок больше это про расходы. Если у нас сундук больше про доходы, то мешок про расходы. Так что можете еще в понедельник тратить деньги. Вот такая информация для вас. Видите, все события хорошие. Разговоры, болтовня, покупки, семейная жизнь. В общем, обычный такой себе день. Благодарю за внимание и перехожу к водолеям. Сейчас посмотрим, что у водолеев. Водолеи. Водолей 11 августа, понедельник. Покажите мне, как этот день пройдет для водолеев. У вас надежда первая выпадает. Какие-то вы надежды прям возлагаете на понедельник. Может быть, чего-то ждете от этого дня. Чувствую, что что-то совпало здесь. Глаза не видят. Чует, а глаза не видят. Весы. Есть сомнения. Видите, есть надежда и сомнения. Получится, не получится. Будет, не будет там. И ждете. Да, вот у меня было такое ощущение. Надежды и ожидания какие-то вот на понедельник. И сомнения. Да, получится, не. Ну, сейчас посмотрим, если выпадет. Там, ну успех уже не выпал. Может быть еще флаг. Если выпадет, то должно произойти то, чего вы там так ждете. Змея. Метлу нельзя. Удача. Видите, удача на вашей стороне. Наверное, получится. Карта счастья и удачи. Только, возможно, это будет больше во второй половине дня. Может быть, вы ждете в первой. Так. Здесь вроде бы не вижу. Проверяю горизонталь, вертикаль еще. Угу, подарок. И подарок, видите, выпал. Угу. Ну, смотрите, все события хорошие, кроме змеи. Но, опять же, змея тоже не всегда плохо. Во-первых, сразу же показывают на этот день какие-то надежды, ожидания и сомнения. Да, что все будет так, как вы хотите. Но тут же выпадает подарок и удача. Да, карта говорит, удача тебе улыбнется, что-то сложится для тебя так, как ты хочешь. Да, и ты можешь получить какой-то подарок. Домашние дела в этот день также могут быть. И общение со змеей. Это с человеком, у которого длинный, острый язык. Такой, знаете, абьюзер, любит над другими поиздеваться, сделать замечания, подколоть,
что-то подметить обязательно. Но опять же, не всегда змея так ведет себя, да, вот в нашу сторону себя. Он может быть просто по характеру такой этот человек. А с нами достаточно милый и обходительный. Поэтому тут вот очень сложно в пасьянсе, как сказать, как проявит себя эта змея. Будет она на нас шипеть или нет. Так что вот такая информация для вас. Ну, в принципе, я ничего здесь плохого не вижу. Ничего плохого, слава богу, не выпало. Ну что, остались рыбки. И можно будет подвести итог, да, и сделать выводы, что день действительно хорош у нас с вами, понедельник. Смотрим рыбки. Рыбы. 11 августа. Рыбы. Понедельник. Как у рыбок пройдет этот день? Основные события. Основные события покажите мне. Змея. Первое событие. Не хотят нам с вами ничего показывать. Цыпленок. Угу, цветочек. Конверт. Ну, получается 4 события. В принципе, и не так мало в итоге получилось. 4 события. Первое событие у нас с вами выпадала змея. Показывает, что в этот день будет общение, контакт, может быть переписка со змеей, сообщение, может быть какая-то информация от змеи. Видите, они вместе выпали рядом. В общем, контакт со змеей — это с человеком, у которого длинный язык. Дальше. Получение какой-то важной новости, сообщения, информации или документа. Исполнение желания. Цветок, кстати, только, по-моему, у вас выпал цветочек. Исполнение желания и также время, проведенное в семье, с детьми, с внуками, в семейном кругу. Там, не знаю, часто цыплята показывают конкретно детей. Допустим, там мы с детьми играемся, мы с детьми ходим там в какую-то детскую комнату, на какие-то там кружки. В общем, классно проводим время с детьми. Иногда сами, как дети, становимся, исполняется желание наше какое-то, может быть, желание нашего внутреннего ребенка. Так тоже можно прочитать, что мы радуемся, как дети в этот день. Так что вот, в принципе, вот такой замечательный день. У многих знаков, у большинства выпал день, хороших, плохих событий не выпало именно в этот день. Так что, действительно, видите, влияние солнышка. Солнышко окажет свое влияние, сделает наш день более таким радостным, позитивным, наполненным какими-то хорошими эмоциями. Так что будем ждать понедельника. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.